собираемся. В дороге, ребят, встретилась такая красавица. Уф! Вот. Голова на 180. Давай. О, красотка. Пошла. А давай вокруг еще нас. А, говорит, пошли, говорит, вы, слышь, мешаете, говорит, не охотиться. Потихоньку продвигаемся. Вот таким образом мы сидим. Столько вещей набрали, кучу. Едем потихонечку. Сейчас добираемся до села, немножко по селу и уже уходим в лес. Погода такая снежная, ничего не видно, заметает, не сильно не разгонится, но едем. Ребят, первая отметочка у нас закончилась. Это мы шли по дороге, почищенной по селу. И вот тут сейчас заехали. Вот нам надо сейчас направо топтать. Бураница еле-еле видна местами. Ну, такие снегопады у нас сейчас были пару дней. Сейчас заездик немножко лопатой почищу и пойдем. Там твердо. У нас вторая остановочка. Мы уже закарабкаемся в тайгу потихоньку. Погода такая, ребят, вообще вроде и тепло, но для поездки очень плохая, потому что снег плотный, снега навалило капитально. Такой твердый, ну, плотный снег, собака греется. Ну, груженные так неплохо. Плюс вдвоем. Сегодня с Ларисой Юрьевной. Как настроение? Отлично. Ты готова к приключениям, да? Конечно. Сегодня, ребят, едем на избу, кайфануть, отдохнуть. Так что у нас сегодня такой, ну, не рыбалка, не охота, а сегодня у нас такая прогулочка такая интересная. Будем ночевать, готовить вкусняшки, отдыхать, короче. Немножко. Масленицу? Да, масленицу, ребят, будем праздновать, вот, точно. Так что карабкаемся потихоньку. Ну, уже подъезжаем к реке, уже недалеко. Ну, и будем по реке идти, ну, до избы. Бураницы заметенные, но направление видно, так что потихоньку идем. Снова зима наступила.
Прибыли у нас? Ну вот и прибыли в теремочек. И сегодня будем жить, отдыхать, балдеть. Это так. Че, можно, нет? Здравствуйте. Ну что, кто-то тут был, явно. Вот так вроде по-божески, не засвинячено. Мышки, конечно, погуляли, но это вот нормально. Туалетная бумага, кстати, моя, да, оставляли. Вот там туалетная бумага, да, я оставлял. Чай я оставлял ташкентский, вот. Открывали уже, видно. Сахар оставляли, соль. Ну вот. Ну вроде так нормально. Сейчас снежку почистим, печку затопим сразу. Потом поедем на рыбалку. Опа. Немножко почистим снежку. Вот здесь бы, чтобы можно было выходить спокойно. Дрова наши еще наколоты. Дров все равно нам надо будет заготовить, съездить. Сморячок. Да, это мы пилили в прошлый раз. Смолячину нашли, напилили. Замерзла. Гусанка, ребят, вся забилась капитально. Что, Лариса Юрьевна, помогайте. Чтоб в тайге отдохнуть, говорят, надо сначала поработать маленько. В прошлую поездку, ребят, я накрывал вот этим пакетом, мешком. А сейчас мы с Лариской просто туда все положили. Все вещи. Сегодня мы красиво со спальниками. 2 спальничка у нас. Вот наконец-то взял сумочку, ребята, которую показывал. Сумка-холодильник. У нас там все продовольствие. Тяжело? Своя ноша, говорит, этот. Короче, вот такое применение, ребят, решил сделать. Также здесь пила, топор, жерлицы. И привез, ребят, на избу подарки. Вот такие 2 кастрюльки с крышками. Они вроде хорошие. Ну как это, отдали. Будет подарок от меня, от Дрюни, плат наш с Лариской. И вот такую сковородочку. Вот такая сковородочка. Хорошая тоже. На избе такие вещи нужны. Я маленький взяла. Это так, Ларис, здесь оставим. Это я не взял, чтобы мы здесь готовили, а это оставим. Так что посуду приберешь потом, развесишь. Это вклад наш с Ларисой. Вот все, зато все вещи сухие. Все шикарно. Все хорошо. Опа. Сейчас марафетик наведем тут. Приберемся. Метлы нету, Ларис, никакой? Метлы. Подмести там со стола. Ну так вроде не так плохо, бутылок нет. Но я тут 3 пакета вывез отсюда. Мужики отдыхали на Новый год, походу. Опа. Вот так. Сейчас печку разожгем. Там то, что надо, Ларис, сжигаем, то, что сжигается. Бутылки. Пластиковые пусть будут. Пластиковые оставь, они пригодятся под живца, да что. А остальное это суп мешать. Там чай вот
Фруктовый это Адамира был, чай. Это. Наши постелим, да? Больше переносите болезни. Слышь, в тайге каждая соринка где-то витаминка. Без этого никак, понимаешь? Они на тепло идут, в лесу живут. Тем более это же не крысы какие-то, знаешь, это же мышки, полявки. Питаются там букашками всякими. Ручкой пишет. Ручкой пишет у меня. То есть мы с тобой как будто на неделю, говорит, поехали. Понабрали всякого. Ну правильно, что? Красиво отдыхать не будешь. Ну да, все верно. Так. Комфортно будет вообще замечательно. Газеты, рукавицы. Что ж тут есть? Растопим. А потом этот, надо сразу пакет под мусор достать и все потом красиво складывать. Ножки береги. Сейчас нащеплю немножко. Сейчас растопим, чтобы воздух поменяло. Труба забилась немножко снегом, ребят. Плотным, сырым. Вот тут багор вон есть, специально ковырять. Сейчас нормально пойдет. Уф-уф-уф. Куда повесим? А, не знаю, сейчас. Чтобы глаза не било. Ну да. Ну, Тут- я думаю, сюда, Тут. чтобы готовить нам было. Ну нет, надо как-то вот его было вертикально подвесить, чтобы этот. Ну, вон есть. Сюда направь. Вон. Под столом вон есть. Сейчас как-нибудь сделаем. Понимаешь, упадет. Нет, я сейчас туда его так сделаю. Вот так вот. Вот так вот. О, пойдет, можно даже сюда чуть, да, его? Вот так сделать. Оп. О, бомба. Освещение дали. Тепло пошло. Что надо дать еще? Воду в избу. Достаем чаечек. Ну, говорит, лежи там. Я не знаю, там тут по пакетам было. Там разберись, если что, подвесь. Ну, продукты. Там-то у нас в холодильнике лежит, там им ничего не будет. Чайковский сразу. Здесь 2 полторашки. Но это, ребят, не переживайте, это не пиво, это у нас вода. Взяли 3 литра воды с собой. Водичку подвешу сюда. Вон. Не, ну, кастрюльки этот. Кастрюльку быстро ставить? Да. Подарок на избу. А что? Чтоб люди готовили. Вот посуда, видишь, напряжка вон. 2 котелка, чайник там висит. Всё. Вот сковородка. Да вон туда, Ларис, можно было на нары положить. Вон сюда. Положим. Вон сюда, бам. Ну, вот, ребята, приезжайте, доготовьте. Вкусно отдыхайте. Тут чайничек вот такая, и надо все равно, чтобы было. Мне это отдали люди. Нужно, говорит, я говорю, нужно, заберем. Пожалуйста.
что, достаем наш ресторан. Классно, ребят, сумочка, смотрите. Кто не видел, да, еще я делал обзор на эту сумочку Артика. Сумка-холодильник. Также летом пивасы холодного набрали, погнали. Или зимой вот горячая. Ну, здесь вот встроена посуда такая. 4 тарелки, 4 кружки, 4 вилки, 4 ножа, 4 ложки. Соль, перец и даже есть штопор. Кстати, штопор сегодня нам пригодится. Сейчас откроем бокальчики. Держи, Лариса Юрьевна. И мне один. Еще все новое. Приятно, когда новое. Вот такая, ребят, сумочка интересная. Ну, ссылочку, ребят, в описании оставлю. Залетайте, смотрим. Классная тема. Для походов, для пикников. Кто с детьми гуляет, тема шикарная. На 26 литров получается объема. Небольшой перекус с дороги. Сколько мы ехали? Ну, часа полтора, наверное, карабкались. 2. Чайковского с лимоном. Течет что-то, ну, по резьбе не попало что. Вот так вот. Хлеб тогда нарежу. Сальцо с мяском. Хлебушек. Ну, огонь. Давай. За прибытие в избушку. С лимоном классно. Сушить, занести. Ну, вроде починил один. Разгребли. Нормально. Топоры тут починил немного, сломанные топоры. Мой тоже, ребят, развалился. Он убрал его. Тут починил топорик. Ну, я сейчас отправлюсь на речку. Попробую что-нибудь порыбалить, посмотреть. В камеру посмотрим, рыбку стоит, не стоит. А Лариска останется за хозяйку здесь. Будет заниматься блинами на ужин. Ладно, Лариска, делись своим рецептом. Что-то есть интересное? Ну, приготовление блинов? Нет, делаем тесто обычное. Яйца, вода, мука, молоко, соль, сахар. Все, да? Да. Угу. А вот насчет начинки, да, что-то будет интересное. Нормально, что? Смотрим. Все на глаз делаешь, да? Ну, конечно. Ну, просто потому что кто-то ложками поможет. Там 2 ложки, вот, конкретно, там 2 яйца там, и так далее. Здесь. Нет. Я тоже привык на глаз делать. Все на глаз? Нож, если нужен. Нет. У нас, ребят, сегодня будут блинчики. Ах, как хорошо. Там если что, мука у меня еще есть тоже в контейнере. Делаем тесто погуще. Сначала делаем очень густое. Ну. А потом только будем разбавлять. Делаем густое тесто для того, чтобы комков не было. Угу. А потом разбавлять, да? А потом только добавляем молоко или воду. Угу. Понял. Чем тесто гуще, тем меньше комков. Угу. Ну, быстро, да? Нормально. Сейчас мы добавим еще молока. Ну, Можно, конечно, воды, но так как мы располагаем молоко, мы ну да, конечно. нальем молока. О, вкусняшка получится. Да. Блин, а я помню, как-то попробовал. Вот и этот. У меня вот эти комки были, не получалось. Да. Я жидкость сделал. Да. А потом добавлял, и, короче, передобавлял, и там у меня оладьи, короче, все. И так я не мог добиться вот этого момента, блинового, вот этого, как его, Блинного теста. блинного теста. У меня вот все постоянно оладьи.
Но тесто мы, блин, тратить все не будем. Потому что нам останется еще на кое-что. Ага. Ну это все вечерком, да? Да. Ну, оно более воздушное получается, блины. И чтобы не пригорало, на всякий случай. Да. Мы и туда добавляем масло. Ножки обновим, да? Да. Они же тоже из пластика, да? Да. О, под блины как раз. Огонь. Вот эту крутишь, газ пошел. Все. И убавляешь. Но сначала накали, наверное, на большом сковородочку. О. Ништяк. Пера только нету, слышь, смазывать. Ну так как-нибудь, да? О. Что-то я же на рыбалку не хочу ехать, слышь. Хочу уже сидеть, просто балдеть. Песня. С первым блином? Первый блин, слышишь, ну нифига не комом, да? Да. Нормально. Вот так что, конечно. Обычное перо, там, я не знаю, силиконовые эти кисточки, да? Угу. Ну и, конечно, черпачок нужен, но у нас ложка. Ну, мы же все-таки в лесу, должны быть какие-то неудобства. Конечно. Не все же так гладко. Да. Да, масленица. Завтра, кстати, ребята, у нас проводы зимы. Завтра прощенное воскресенье, последний день масленицы. Ага. Попробуем. О, слышишь? Бомба. Бомба, да? Угу. Конечно, вкусно, слышишь? Горячий с собой. Ну, свои. Ладно, что? Я на лед. Риску оставляю. Пускай готовит. Потихоньку. Все вроде. Дровишки есть на первое время. Так что поедем. Съездим, прокатимся. Столько белок, ребят, вокруг избы бегает. Капитально, блин. Ладно, съездим, прокатимся. Такую тропу бил серьезную. Сильно проваливался. Тишина в лесу. Красота. Там на перекатах бобров столько, ребят. Ну, следы бобра. Вышли бобры. Вон видно лунки свежие. Ну-ка, старую. Да, недавно были. Вообще недавно. Здесь я прям на самом центре. Здесь течение. Ну, глубина хорошая. Бам, упал. Тоже песочек. Тоже никого не видать. По центру нету. Пойду сейчас туда буду. Обошел, получается, же по кругу яму. По центру. Возле того края, возле этого края.
Хоть бы кого-то увидеть, вообще ноль. Да, вот это дела. Вообще никого, не знаю, где смотреть. Никого не было. Ребят, 10-я, наверное, лунка. Просто никого нету. Хоть бы кто-то проскользнул, показал себя. Яма тут небольшая, а никого нету. Да. Ну еще в тот конец хожу уже. Больше тут вариантов нет. Там, на середине, там. Ну, где перспективно, где мы тут обычно рыбачим. Здесь бывает, ловишь ельца ведрами. А сегодня никого нет. Вот такие дела, ребят, смотрите. Я тут не вижу смысла сидеть, что-то пробовать на удочку. Есть у меня 3 экранчика с собой. Так, взял на всякий случай, думаю, мало ли закину. Как бы живцовые там ячейка у меня. Так, есть такие парочку. Просто так, ради интереса. Раз, два, 3 штуки поставлю. Проверим, вечером приедем. Есть рыбы, вообще нет. Ну, хоть какую-то, ребят, рыбалку, может, кому-то скажет браконьерская. Но это, ребят, это не то. У нас в республике, во-первых, разрешены сети в определенный период, в определенное время, определенный чай и количество сетей на человека. Ну, здесь так, ради эксперимента. За какое-то время будет ходить рыба, вообще не будет. Короче, посмотрим. Не зря же добирались сюда. Так что как-то вот так себе представляю такая штучка. Вот у меня 20-й ича. Старенький уже, есть порватый экран. Не знаю, так попробуем поставить. Так, 2-3 штуки поймаем, если на экран. И то будет уже рыбалка. А так вон по камере посмотрел, ну нету, вообще нету, ребят, рыбы. Охренеть. Все, экранчик расправился. Вот таким макаром. Лунку засыпем. 3 штучки поставим, а вечером приедем, посмотрим. Да, хотелось бы порыбачить, конечно, попробовать. Все-таки уже конец зимы, ребят. Завтра уже у нас получается 1 марта. Первый день весны, так скажем. Рыбка должна шевелиться, но здесь почему-то тишина. Ну ладно, что, не будем терять времени, что. Поедем на избу. Лариска там скучает, блины, ребят, готовит. Ух, шикарно. Сегодня приготовим мясо, ребят. Ну, вкусняшки покажем там. Лариса просто очень вкусно готовит и может что показать. Вообще вкусно, качественно, ребят, и реально круто. Так что еду заготавливать дрова. Короче, будем отдыхать. Вечером приедем, посмотрим экраны, короче. Ну, если что-то будет, так, ради интереса, может, какой-нибудь суп сделаем, уху или там пожарим, если что-то попадется. Ладно, ребят, балдеем, короче. Поход у нас был такой запланирован в плане не рыбалки, а отдыха и дискуссии, там, короче, нормально. Вот такая, ребят, колья за мной получается. Вровень с волокушами, короче, пробита. Вот так мы и карабкались потихоньку. Может, кто-то думает, что потихоньку ехали. Вот, ребят, так топтали. Еще плюс сырой снег, тяжело. Можно? О, кто-то спит вообще, нормально, балдеет. Что у нас там по бензику? Нормально. Надо поискать, ребят, сушину. Столько белок тут ходило, блин.
Капитально. А что-нибудь поищем? О, нашел. Там березу вот эту увидел, ребят. Такую сухую. Правда, там такое овражище, чуть не ушел. Вон березка стоит. Сухая. Гнилая уже. А сейчас мы ее туда завалим. И нормально. Наклон сейчас сделаем. Вот туда. Вот так, говорит, клево, вот так нормально. Ну вот, сухая такая она, даже гнилая. Красота, так классно. Тишина такая. Что, подгоняем, грузим. Вот одна березка получилась. Что, думаю, хватит нам? Хватит. Наколем нормально. Поехали. Ну вот, саночки готовы.
гнилые. Внутри вообще гнилые. Что, господа, вроде на избе, все дела сделаны у нас. Дровишки заготовлены. Короче, к вечеру мы готовы. Единственное, сейчас будем готовить шикарный ужин. Сейчас Алиса все объяснит, что дальше, что у нас будет сегодня на ужин. Нет, объяснять я буду по ходу пьесы. По ходу пьесы будет объяснять. Ну ладно. Сегодня, как я понял, у нас 3 кухни аж будет целых. Здорово. Немного по вещам разложились. У нары большие, стандартная изба получается, то бишь, ну, большую часть избы занимает это нары. Ну, чтобы большое количество людей могло поспать, отдохнуть. Соответственно, как бы у нас здесь спальное место, пока вот так расстелились, но еще не расстелились. Там у нас рюкзачки, здесь основные вещи. Ну, так как-то раскидались. Небольшой стол. Такой, ну, как вы знаете, быта такого здесь особо такого нету, так тоже. Я называю это проходной избой, потому что как бы пришли, отдохнули, как бы поели, выпили, там, порыбачили, да и ладно. Как бы нормальные избы, конечно, они ухожены, там люди стараются делать комфорт, уют, быт такой интересный. Вот, соответственно, как бы здесь особо и нечего показать, даже предбанник недоделанный. На закусочку, говорится, что ты предлагаешь нам сделать? Ну, блины мы напекли. Теперь мы предлагаем вам сделать начинку и сделать из блинов роллы. Будут у нас роллы с начинкой из морковки, с чесноком и майонезом. Ну, как бы все просто. Все просто, доступно, но в то же время креативчик какой-то. Ну и вкусно, я думаю, будет. Ну и, конечно, будет вкусно. Так, такая походная, ребят, терочка приобретенная. Сколько стоит? Копеечки, да, наверное? 50 рублей. 50 рублей. Ну, в принципе, исполняет свое дело. Нормально. Дело пошло. 50 капель вина красного. Так, далее. Чесночочек, да, пошел? Угу. Морковка, чеснок. Все, ребят, натираем. Ну, 2-3 давай положим Угу. для остроты. Ты там мелкую, да, используешь? Ну да. Нет, самая мелкая это вот такая. Угу, угу. Это, мне кажется, для ореха мускатного, например. Для шоколада, да? Для шоколада. Ну, чеснка вот такая подойдет. Угу. Давай порежем. Подожди. Стебли нам не нужны, они жесткие. Я называю дрова. Пусть мышки кушают. Да, конечно. Мелко, да, меленько, да? Ну да. Лена, Так пойдет? давай, давай. Нормально, да? А, так вкусно запахло. Петрунделем. Там может где-то крупный лист будет. Ну, ничего страшного. Даже наоборот лучше. Майонеза поболее надо сделать, нет? Сейчас я перемешаю, посмотрим. Угу. Угу. То, что надо. Да? Соли хватает? Да, соли хватает, и чеснока. Отлично. В меру. Вообще в меру. Ну, всё, давай. На, держи досочку новую. Что, ребят, смотрите, вот такие роллы получаются. Ничего не получается, еще только делаем. Слушай, ну я думаю, это будут нормальные роллы. Я думаю, они будут вкусные, потому что я еще такие никогда не ел. Только ничем их не завернуть, да? Не застегнуть. С чем ты хочешь их застегнуть? Мы будем делать большие. Ну, конечно. Принцип. Ага, ну, в принципе, понятно. Что. И вот так остальные. Красота.
Красота вообще. А вкуснота какая? Да, неплохо. Даже блины еще остались, да? Да. Рассказывай. Ну, у нас остался кляр. О, то есть, ну, тесто осталось от блинов. Мы взяли креветки с морозильника своего. Да, которые наловили сами, да? Нет, конечно. На самом деле, ребят, это стоит немалых денег, тем более в нашем севере. У кого-то, да, такой деликатес как бы нормально, а у нас это стоит денег. Ну, В высокой кухне, конечно, хвосты не очищают. В темпуре делают креветки, ну, так как мы на избе. ну ты объясни, что такое темпур. Темпура, ну, это тоже специальное тесто, пышное, готовится во фритюре. Все эти креветки. Мы решили не заморачиваться и решили очистить хвосты и просто все засунуть в кляр. Кляр Это мы сейчас получается- доделаем. Получается королевские, да, креветки? Да, Большие. да. Угу. Что, креветочки готовы, да, вариться? Да, креветочки я дочистила. Ну ты объясни то, что вот, допустим, я вот сейчас лично не знал за, как ты говоришь, желудок или как? Нет, кишечный канал, вот, который проходит вдоль спины, он чистится. Мы, конечно, уже купили, они уже были очищены. Это вообще большой плюс. Ну, конечно, это и в стоимость включено. Но большинство людей не знают, что креветки нужно надрезать вдоль так туловища и вытягивать этот канал кишечный. Понятно. Он Ну, такой черный. Я лично там хрум-хрум-хрум, так и все, короче. Мы немножко сейчас подсолим их, потому что все-таки кляр не такой соленый будет, чтобы креветочки у нас были немножко, конечно, просоленные. Мы их немножко сейчас просолим и перемешаем. Ну, прям вот так. Видишь, с кастрюльки как пригодились, да? Да. Я просто помню эту избу, то, что, ну, вот, посуды маловато. И вот надо вот стараться вот довозить вот старые посуды, когда едешь. Вот как Пригодится так. кому-то. Тесто у нас от блинов жидкое. Кляр нам нужно довести сейчас до ума. То есть мы немножко добавляем еще муки сюда. Ага. Ну, чтобы не сильно жидкий был, да, густой. Ну да, конечно, чтобы тесто осталось. Прилипало. Да, чтобы осталось на креветках, чтобы это было все Угу. вкусно, пышно. Так. Ну-ка. Чуть спёшь, может. Давай. Что, включаем? Угу. На самый мощный огонь, потому что мы накаливаем сейчас много масла, так как мы будем делать это во фритюре. Вот прям как-то так. Теперь мы не будем заморачиваться по одной, как это делают шеф-повара. Достают, окунают и кидают в масло раскаленное. Мы это все сделаем просто и быстро. Все кинем в наш кляр, перемешаем и по одной будем доставать и кидать в кипящее масло. Что получится у нас далее, вы скоро увидите. Ну что, попробуем. Повара говорят, дабы не размазалось, вот так их надо кидать. Угу. Да. Ай. Ай. Катастрофа. Он не готовится быстро, давай. Да, конечно.
Это же раскаленное масло. Угу. Ну, на полотенышко, ребят. Правда. Давай я этим займусь. А? Глаз трудно. Ну и вот так. Что у нас получается? Вот такая штука, да? Да. А, красота! Блин, мне левой рукой так там не тяжело это всё. Да, я помогу тебе. Это надо уже убирать. Угу. Готовится уже 3 секунды просто. Отпускаются. Вот он уже начинает желтеть моментально. Да, ты уже переворачивай, потому что это очень быстро, это морепродукты. Угу. Такие рыба готовится очень быстро. Уже готово. Ну-ка. Что скажешь? Ништяк. Да? Короче, у нас закусочка уже готова, так скажем. Да, Лариска? Закуска, да. Потому что это реально закуска, ребята. Ну, Основное горячее блюдо сейчас будем делать. выпил, хопа, закусил, классно. Так, идем дальше. Что у нас дальше? Ну, на горячее мы решили сегодня сделать картошку по-хохляцки, запеченную в фольге. И прослойка будет сало с зеленью. Здорово. И сделаем мы это не на костре. То есть мы это сделаем в печи, в походных условиях, в избе. То есть мы сейчас дождемся, когда прогорят дрова. Мы сделаем это все в котелке. То есть как это все будет выглядеть, вы сейчас увидите. Готовим фольгу для нашей картошечки. У кого-то картошка бывает в костре в мундире, а у нас будет в фольге и в котелке. Давай попробуем. Да. Посмотрим, что получится. Готовим нашу картошечку. Одну мы уже сделали для себя. Так, как это будет выглядеть? Приправы для картошки. Можно, конечно, не ложить сало, потому что и так уже со специями, но мы все равно решили. Но мы любим просто Да, это. мы любим специи, мы любим остроту, мы добавляем черный перец. То есть мы сало, кусок, между картошкой и просто заматываем. Вот таким образом у нас получится 7 штук. 7 штук, да? Да. Ну вот так получилось. Ни много ни мало. Золотые яйца. Чингисхана. Прикольно получится. Здесь интересно, в котелке нет. Ну, делаем первый раз. Ну, да, Не да. обессудьте. Да, кстати, эксперимент. Да, это эксперимент. Вот Ну, так. мы захотели так сделать. Ну, в котелок, короче, получается, можно еще, наверное, штук 5 смело, да, закинуть? Ну, 3-то точно влезет. Мгм. И, короче, каждому по 2, допустим, там, на 3, на семью классно будет. Давай пробуем. Давай. Давай, бабуля, делай вещи. О, до печи, внучара. Ты, говорит, мой внучара. Классно. Все, закрываем микроволновку. Сколько по времени? Понятия не имею, честное слово. На минут 20 как смело. Не, больше должно Больше? пройти, конечно. Но там как бы ты не обессудь, то что там и сверху будет тепло. Ну, давай будем смотреть по ходу пьесы. Пока картошку поставили, решили съездить на проверочку. Там 3 кранчика стоит. Потом уже разденемся, да уже будем балдеть. Так что съездим, проверим. Так, ради интереса. Поехали? Да.
А? Сколько лет тут делал? А как потом? Заднего хода нету. Приходится вот так. А там что ли? С дровами ездил. Что там? О, чувствуется, морозик идет. А посмотрим. Завтра уже будем выезжать, уже -5 обещают. Так что надо будет все засыпать, чтобы не замерзло. Ух, ребят, смотрите, грязь одна сплошная. И нет никого. Получается, около 3 часов уже стоят. За такое время ни одного не... Ну это видно было по камере, здесь сразу понятно. Короче, правильно сделал, что тут не сидел, не бурился, не рыбачил. Ладно, едем на избу, темнеет. Будем кушать, балдеть, отдыхать. Так, пока готовится у нас картошечка, мы сделаем 4-е блюдо, пожалуй. Мы сделаем стейки из свинины. Перчим, солим. Да, конечно. Сковородка у нас уже накалилась. Накалилась уже, страшно накалилась. Может, потише сделать? Давай. Что, пока надо все убрать, давай. Я убрал огонь. Сейчас прожарка будет. О, я не шеф-повар. Какая получится в этих условиях? Понял. У нас чугунная сковорода. Мало еще. Включаем картошечку. Сало можно будет убрать, да? Ну, конечно. Это так, чисто для пропитки. Так. У нас есть замороженная зелень. У нас есть свежая и есть укроп замороженный. Так, чисто для вкуса, для аромата. Тебе нож нужен, да? Ну, живилка. Нож и вилка, ребята. Будем обновлять ассортимент. Вилка. Нож. Держи. Давай. Ну, это будет сегодня. А где у тебя вилка? Вилка вон у меня. Я так, по стариночке. Стариночки, да? Да. Мне хлеб не надо. Не надо, да? Нет, Ну, так всё. хватает уже. Давай. За ужин. Что, Рис, комментируй, что получилось у нас в целом-то. У нас получился вообще замечательный ужин. Ну, рассказывай. Много всего. Что? Так, мы изначально сделали блины, потом из них сделали роллы в избе.
из моркови с чесноком, Ну, понятно. зеленью. Мы пожарили креветки в оставшемся тесте, то есть сделали кляр. Затем мы запекли картошку в фольге с салом, прослойкой сала. Сало не для того, чтобы есть, а чисто для пропитки. Ну, может, кто-то Ну, любитель. кто-то любит, да, может, кто-то любит. Я, например, не любитель, я это есть не буду точно. Так, для пропитки очень вкусно, хорошо. И сделали стейк. Да, ничего, пойдет. Так что всем приятного аппетита. Завтра последний день Масленицы. Со 2 марта уже Великий пост. Многие не будут есть мясо, рыбу. Будут поститься очень долго. Так что, может, это последний ужин для непостующих Да, или постующих. приятного аппетита, я согласен. Блин, ну это классно, согласен. Что, смотрим, что получилось? Ну, конечно. Мясо, картофан. Я сало тоже это не буду. Мясо огонь. Сочно, мягенькое. 2-3 минуты с одной стороны, 2-3 минуты с другой стороны. Угу. Бомба. Ну вот эта закуска вообще классная. Конечно, может, брутальные мужики это не сделают на избе. Ну так, ради интереса это здорово. Все, отбой. Ништяк. Вообще. Мы будем отбиваться
После такого ужина, ребят, ну просто без комментариев, реально. Я вообще в шоке, классно. Поели, выпили. Просто, ребят, все, отбой. Фух, шикарно. Все, до завтра, ребятки. Доброе утро, господа. Ну что, мы проснулись. Шикарное утро. Небольшой морозик, около 5 градусов, наверное. Вот это хорошо, что будем спокойненько ехать, потому что, ну, сейчас вот бураница подзамерзла. Отлично, ребят, выспались, отдохнули. Уснули рано, часов 9, наверное. Ну, проснулись. Ну, просыпались часто, потому что печка прогорала, ну и прохладно становилось. Пришлось вставать, подкладывать. Раза 3, наверное, вставали мы. Вот. Сейчас 8 утра. Завтракаем, моем посуду, прибираемся. Ну и потихоньку выдвигаемся, как бы. Сегодня у нас целый день еще, но этот день хотел отдать рыбалке, а с рыбой вообще непонятно. Рыба куда-то исчезла просто с этой ямы, интересно вообще. Ну, стоят еще экраны, надо будет их забрать, посмотрим. Ну, экраны набило грязью, так что даже если какая-то рыба ходила, она в такой экран не залезла бы вообще, по-любому. Ветер присутствует. Короче, ребят, собираемся, будем выезжать потихоньку. Ну что, спасибо, изба. Все было круто. А мы отправляемся домой. Все забрали чистенько, порядок. Посуду оставили. Все. Благодар. Нормально? Все, мчимся. Ну ладно, что, ехаем. Круг почета. Да? Ну пока, домик. Попалось, конечно. Ну, посмотрим. Целая ночь прошла. О, с рыбой, ребят, смотрите. Ариска, а мы с рыбой. За ночь залетела плотвичка, не крупная. Ну, экран, потому что этот такой живцовый, 20-ка. И ельчик. Ночью рыбка выходила, значит, ребят, смотрите. Значит, не все так просто. Не все так, я имею в виду, обидно, что здесь рыбы не стало. Есть рыба, просто она как-то не ходит. Есть? Не-а. Стой. О, на лимчик попался. Даже на лимчике ходит. Весь экран скрутил. Писюнок такой.
или что же? Как объясняют, это такой редкий лес. Вот тут беломошник. Нормальный такой. И с той стороны получается. Красивые сосны. Что, мотор не перегрелся? Сейчас там остановимся. Добрались ветерком, погода ужасная, метель. Кое-как, короче, шли, потому что такая вьюга, вообще невозможно было ехать. Ну, добрались. Все, дома уже, ребят, шикарно. С рыбалкой, ребят, ну не получилось, да, и там планы были вообще ехать не на рыбалку, а просто кайфовать, ребят. Очень классно, ребят, приготовили ужин, ребят. Просто можно готовить, ребят, реально, ребят, вкусно и качественно, ребят. Просто на каком-то зимовье, в лесу, в палатке, неважно, ребят. Так что давайте пишем креативный комментарий, ребят, что какое блюдо каждый готовил, очень вкусно. Может, какой-то рецепт, ребят, посоветуйте. Очень будет классно, ребят. Всем хорошего настроения, как всегда, счастья, здоровья, любви. Ну, давайте, ребят, на рыбалку. Дрюня на связи. Пока.